Kişi şulay diletsin idi. Büyük yağımlı Tatar Vraşı'na davalanırga barsak diletsin idi kişi. Biz mine orada ayrılıp tırsak idi şulay. Şundan da bulay da tabi hünerine has bulgan sıfatlar üzerine bir türlü. Emine orada Tatar milletinden kilip çıkan tabipler üzerine bir türlü iltifatlı, ihtibarlı, bilimli, Allah'a şükür, koya barma her vakit eğitip uzalar. Min okutu ülkesinde işlege şimdi her vakit hünerdeşlerim kalleyi Tatarşan. Min birinci mertebe kullanam hünerdeşler. Benim hünerdeşlerim üzere sileşkende her vakit eğitip uzalar. Oy Tatar balaları bigrek tırışıp okuy. Oy Tatar balaları bigrek sadatleyip eğiteler. Менә шулай итеп, бүген безнең студентларыбыз бик күп санлы түгел икән. Но алай да һәр вакыт менә безнең студентларыбызга медицина институтында укыган шәкертләребезгә һәр вакыт аз сызыклап шуны әйтеп узар идем. Балакайлар тырышып укыгыз. Bir zaman менә шушы клубта һәр вакыт аралашабыз, үзегез әйтмешли киңәшләр биришәбез. Шулай итеп, yanıma geldi de müleyim gına bir kızımız sırrı. Mine niştergem iken, min hazır şunday cemiyet işin yaparım. Benim de sizin gibi deputat da bulasım kile, şulay usesim kiledi. Mine öğrettim, balakayım, en başta sen uz hünerinde kışlı, bilimli kışlı bulurga tiyişsin. Mine sen uz hünerinde bir usta bulsan, kişi seni tanır, kişi seni küterir, hem sen cemiyetke gerekli kişi bulursun. Mine şul fikrini eytesim kile balakaylarım. Şimdi oku yılı biter diyen söz bizim mında ılı kurslarda okugan studentlarımızda klubda bula. Şulay etip balakaylar kim kaysı ordinaturaga kirge jıyıla. Kilimiz eğitirmin, kеңештер verirmin. Kaysı ordinaturaga koyda biraz mümkünlükten bulganda biraz şimdi yerdem itirbiz degende. Faydalanırız. Ayy balakaylar так что oku yolu azakına уже barıp jitebiz. Şulay etip mine tırışıp okup, salatlı bulup, ihtibarlı bulup, şunday sikimli bulup, mine şulay bulup nişik kamilleşsinler idi bizning balakaylarımız, bizning biridagi studentlarımız, şulay bizning tabiplarımız, şulay da bizning Tatar halkına has bulgan sıfatların saklap tırmış boyunca şulay barsalar idi. У нас в Москве почти что 80 человек. У меня весь список докторов наук, профессоров, академиков, соотечественников, врачей. Это очень здорово. И когда мы все-таки в 2013 году нас объединили, сейчас 19 год, 6 лет. К сожалению, вот такие доброжелательные встречи, но на этом не заканчиваются. И с министром наш встречал постоянно, когда мы там бываем, Татарстана. Они меняются, правда, очень часто, но это понятно. Вопрос политики не слабый. Я не один раз проект предложений предлагал. Вплоть до обмена наших студентов с ихними. Не просто так понятно, поменять штуку на штуку, а выяснять интересы такие. И мы готовы подсказать, где здесь в Москве, как поступить в аспирантуру, ординатуру, какую закончить, чем это будет заканчиваться. Ну и вот таких много-много предложений. Вот из наших профессоров казанских, татарстанских, Москва, Московская область, я предлагал еще питерских подсоединить татар. А профессоров, я имею в виду, опять же, соотечественников, это мы настолько мощным кулаком были бы в разделе медицины. Больше того, дальше, я говорю, целый проект предлагал. И там как раз своего рода ученый совет, негласный, именно профессоров, и программу составить. Именно встречаются наши московские профессора с ихними на их территории, пусть раз в полгода. Именно обговорить, что современное в научной медицине. Давайте, вы молодые, все здесь приятно, хорошо, поклоны, это уже прошло. Давайте говорить по сути. Я еще раз повторяю, я 40 лет больше в Склифе. И, к сожалению,
ну, с нами нет татарских, казанских докторов сегодня, но я им тоже говорил. К сожалению, казанских авторитетов в медицине сейчас, к сожалению, нет. Я даже предлагал воззвать, ну, так как я экстренной патологией всю жизнь занимаюсь, я готов был предложить как-то организовать ядро и вот научно вместе объединиться. Я тысячи знаю нерешенных вопросов. Вот и спокойненько обсудить, как они решают, как на это смотрят. То есть именно коллегиально все это решается. То есть, еще раз говорю, там не меньше 15-20 пунктов, подпунктов, которые я привел, ну, к сожалению. Но вот сегодня я настолько рад, что вот, оказывается, еще такая есть встреча, такая есть компания, будем говорить, еще. И здесь, я думаю, и как вы сказали, раз в месяц почти что встречаемся, да, здесь. Я больше того готов с вами обсудить, с организатором нашим, товарищем, хозяином, прямо конкретно, по пунктам, по плану. Раз в месяц встречаемся, и давайте с вами встречаться именно как вы. Я еще говорю, я много преподаю, да, действительно, нам есть что вам предложить. У вас много вопросов, действительно. Занятия цели экстренной, плановой или медициной, детской или какой-то, в общем, куча вопросов, действительно. И поэтому не просто еще говорю, чаепитие, спасибо большое, но давайте дело делать. Вот, однажды на встрече в полпредсе я услышал вашу вот эту идею насчет кабинета, да. Мы ее тут же, значит, я говорю, шутя украли, здесь мы ее обсуждали. Мы пока на чем остановились? Мы остановились на том, что наши вот это вот совет аксакалов, если у них, у каких-то возрастных у наших татар возникают проблемы, мы, значит, вот через Гульнару, и она находит специалиста, и мы консультируем уже сейчас. У нас вот одна женщина, значит, она с удовольствием всех консультирует, долго выслушивает, это нужно выслушать, это нужно поговорить, значит, выслушать. Мы пока телефонную такую помощь уже осуществляем, и достаточно много. У нас вот там каждую неделю люди обращаются, мы им, значит, помогаем. Но наша вот главная цель, задача, мы, конечно, здесь не Кашпировские, да, мы не гипнотизируем, но наша задача вот сегодня вот к врачам, вот как-то их настроить, чтобы они вот после этой встречи, да, они стали другими людьми, да, чтобы врачи, студенты, чтобы они отсюда ушли с другим настроением, с настроением достичь, добиться, завоевать, даже если хотите отнять, да, вот, и, значит, чтобы вот эти татары-врачи у нас достигали, помогали друг другу, добивались в Москве вот карьерного роста, профессионального роста, значит, категории, вот спасибо, вы всегда нас по категориям значит, консультируете. Вот задача у нас такая, при этом еще было бы хорошо на татарском языке говорить, и вот вести вот такой, значит, вести вот такое мы пытаемся вот с нашими вот ребятами, студентами, вот такие вот. У них за спиной штаб, это мы все с вами, все специалисты. Вот Ренат у нас там, например, он одной специальности, вокруг него там собираются, около стоматологов собираются свои студенты, около хирурга свои студенты. И вот так мы кучкуемся, общаемся. У нас очень много вот у нас устройств, вот эко устроились, да, вот кто-то у нас в свое время, у нас приходили с эко, с других клиник. Вот у нас такая задача, Что касается вот этого кабинета, это возникло вот с вашей подачи, мы это обсуждаем, и мы уже рассматривали несколько вариантов, да. У нас это все уже определено примерно, да, примерно без лицензии, что-то там мы просто будем, пока это мы видим просто консультативный кабинет. По всем профессиям приходит, например, сегодня вы принимаете, вы его пошлете туда, куда нужно послать. Вы ему скажете такие анализы, которые нужно, так ведь? Вот. И вот такой кабинет, он необходим, например, сейчас. Сейчас это у нас идет через телефон. Эта работа уже ведется. Вот. Мы сейчас занимаемся вопросом, ищем такое помещение. Нам никакое лицензирование не надо. И второй вопрос юридически вы задали, да? Я не хочу здесь, конечно, вот с нами один из уникальных адвокатов нашего города, да? У нас возникают в штабе вопросы юридического характера. Ну, постучу по столу, или там разводятся, или ругаются, или дерутся, или что-то. Все-таки штаб отличается тем, что мы оказываем в любом случае, в любых ситуациях более профессиональную, значит, помощь. И всегда, ну не всегда, практически у нас
Мы, ну, юридически у нас основания всегда хорошие, и мы всегда все это выиграем при любом раскладе, уж будем так говорить, да. Ну, слава богу, таких вот врачей у нас не возникало. Мы к этому готовы, вот к этим вот нюансам, которые вы говорите. Мы это тоже обсуждали. Вот она консультирует по телефонам, например, а если что-то, у нас все это подготовлено, мы все к этому готовы, да, вот. Поэтому вот больше обратиться к студентам, чтобы вот, значит, мечтали, добивались, значит, все вы, чтобы были главврачами, министрами здравоохранения, но при всем при этом мы готовы вам в этом помочь. Но, когда вы это добьетесь, вы, чтобы это не забывали национальные наши вопросы решать. И в свою очередь тоже помогать своим молодым, значит, студентам-медикам. Вот такая вот какую-то цепную реакцию, такую мы хотим, вот это вот, чем штаб у нас основная наша задача и основная задача наших встреч. Вот. Что касается, вот вы задали вопрос, блогеры, значит, в интернете, да, у нас татарский мир, вот наш земной шар, да, вот, татарский мир, вот, значит, 5300 живет, значит, у нас в России, где-то около 3 миллионов за рубежом, вот весь 8,5 миллионов наш весь татарский мир, да. И вот интернет-ресурс, значит, такого, как в штабе, такого нигде нет. У нас у 150 активистов, у нас подписчиков 12-14 тысяч. У нас 40-50 человек имеет 40-50 тысяч подписчиков. Вот в штабе у нас все живые люди, да, у нас 10 тысяч там, 7 тысяч, вот 20 тысяч здесь. Поэтому вот и к врачам обратиться, если вы хотите какой-то вопрос через интернет, например, решить, так как решить его через штаб, тоже нигде больше не решится. Все это мы делаем бесплатно, безвозмездно, татары должны помогать друг другу. Меня зовут Даяна, я студентка 4-го курса РНИМУ имени Николая Ивановича Пирогова. Учусь на лечебном факультете, планирую стать кардиологом. Я в штабе уже 3-й раз, хожу в основном сюда, когда здесь собираются врачи, медики. Я считаю, что это очень полезно для нас. Это какие-то навыки общения с врачами, какой-то опыт. Я здесь нашла, так скажем, своего научного руководителя, врача, которому я сейчас хожу дежурить в институт имени Бакулева. И получаю огромный опыт, и мне очень нравится. Меня зовут Каюмова Анара, и я познакомилась с движением «Штаб» уже 4 года назад. Это произошло еще на мосту Москва-Татарстан. В свое время, в мои студенческие годы, штаб стал для меня и домом, и семьей, и частичкой своего родного этноса в Москве. Мне это очень не хватало, и здесь я нашла именно то, чего мне так хотелось. К тому же здесь я познакомилась со своим мужем, что тоже немаловажно и приятно. Наверное, для каждого из нас, для тех, кто оторван от собственной семьи, от своего дома, здесь, в Москве, штаб – это то, где мы можем подпитаться чем-то родным, родной музыкой, родной едой, родными по-своему людьми, родным языком и родной культурой. Менің есімім Камиль, мен ешедім Әлмет районынан, Түбен Мақтамадан. Оқыдым мәктәптә, рус мәктәптә оқыдым. Һәм бүген вакытта мен оқыйм медицинский университет имени Пирогова. Являюсь также ревматологом, врачом. И в штабе икенче тапкыр. Мында бик кызык, матур кишилер мында. Һәм барыбыз да без мында собраться итәбез, татарча сөйләшәбез, ни в моем случае, правда. Һәм обсуждаем множество тем. Собираемся также уже встретиться в следующий раз, так скажем, уже в кругу, так скажем, тесном, врачебном, да, и надеюсь, что наши встречи будут более продуктивными, как и сейчас, и надеюсь, мы будем стараться быть всегда лучшими, в том числе продвигать жителей, так скажем, земляков с Татарстана, и не только, но и татар в общем. Меня зовут Гузель Гореева, стоматолог. Пришла на встречу врачей. Мне очень понравилось, познакомилась со многими интересными людьми. И надеюсь на сотрудничество и дальнейшее
встреч, так скажем, с земляками, с татарами. Штаб еще отличается тем, что в нем проводятся тематические вечера, а не просто посиделки с вкусным угощением и прочими явствами, которые приготовлены благодаря халяль. Сегодня у нас вечеринка, связанная с врачами, с прекрасными докторами, которые успешно работают как в Москве, так и в регионах. И Рустам Фаизович смог сегодня собрать татарских врачей, которые могут успешно развиваться, и они нам рассказывают о своих достижениях и в то же время могут поделиться знаниями, и каждый желающий может познакомиться, решить какую-то свою проблему, наладить контакты и в будущем уже совместно сотрудничать, может быть, постоянным клиентом или пациентом. Потому что, все-таки, я думаю, когда есть некая связь по крови, по национальным признакам и характеристикам, то уже отношения меняются, больше доверия возникает. И с помощью такого уже симбиоза на уровне души, на уровне доверия, психологии, результат будет более успешный. Штабка келдем, хәзер бер ел буладыр. Бик яхшы урын күрешергә, танышырга. Татар халыкны белмәдем монда Мәскәүдә. Алдан. Үзем татар гаиләдән, минем әниемнең үзенең ансамбле дә бар, татар җыр ансамбле. Татар телене дә онытмыйм. Но монда Мәскәүдә татар кешеләрне белмәдем.